Фильм, по большому счету, о человеческом достоинстве. О том, что при любых обстоятельствах люди, которых мы сегодня называем героями, способны сохранить и в себе человеческое достоинство и дать веру и надежду рядом стоящему более слабому. Ну, если так, вкратце. А тематически, да, это о депортации крымских татар, да, это и о Амидхане Султане, дважды Героя Советского Союза, о его друзьях, русском, французе, о крымских татарах, о людях, живущих в Крыму, об армянах, греках, русских, обо всех. Согласно приказу, все лица татарской национальности объявляются изменниками Родины. Что? И определяются к принудительному выселению. Для меня наиболее важные показы, конечно, в Украине, но возможность показать за границей — это еще возможность некой информационной волны, да, и возможности рассказать о том, что сейчас происходит и в Крыму, и в Украине. Верховный комиссар по правам человека ОБСЕ после просмотра нашего фильма принял решение вылететь в Киев, чтобы принять участие в скором митинге. Я показал достаточно мягко то, что на самом деле происходило. Но я сделал это специально для того, чтобы была возможность показывать фильм и младшему совершенно поколению. Да бросьте вы эту бабку! Вы что, собираетесь еще 60 километров до станции тащить? Лучше еды возьмите. Мы не знаем друг о друге, ни о традициях друг друга, да, ни о характере взаимоотношений, ни о том, чем мы живем и дышим, а живем и дышим мы, в принципе, одним и тем же. Если они посредством, и фильма Хайтарма в том числе, узнают историю другого народа, и тогда ни один страх и ни одна власть, какая бы она ни была, померанчевая, бело-голубая, нынешняя, сегодняшняя, завтрашняя, не сможет вбить клин, потому что в это прокрустово ложе страха, да, впихиваются вот все мы с вами. И потом случаются такие события, как на Донбассе, да, злостные бандеровцы, или быдло Донбасс, или какие-то крымские татары, которые продают шаурму, чебуреки на пляже и чем-то постоянно недовольны, да. Это ведь на базе незнания. А если чем больше мы будем друг о друге знать, тем, наверное, меньше у нас останется страхов, и мы начнем уважать друг друга. А начиная уважать друг друга, мы построим ту страну, в которой мы хотим жить сами, и в которой мы хотим, чтобы жили наши дети.